Зеленые просторы под голубым небом. Картина радует и глаз, а вот фермеры еще больше радуются, когда к этому пейзажу добавляется сельхозтехника. В районе дан новый старт. У животноводов наступила ответственная пора. Началась кормозаготовительная кампания. От того, какого качества будет корма и в какой срок она завершится, зависит самый сложный период – зимовка скота. На тему заготовки кормов был проведен семинар на базе Илишевского филиала МТС «Центральная». В первой части семинара после его открытия главой администрации муниципального района Ильдаром Мустафиным руководитель Илишевского филиала МТС «Центральная» Рим Шамсудинов ознакомил участников семинара с планом заготовки кормов на зимовку скота в филиале. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается 919 голов крупнорогатого скота, из которых 412 дойные коровы. Главный инженер управления сельского хозяйства района Рамиль Мустафин продемонстрировал комплекс сельскохозяйственных машин данного филиала по заготовке и перевозке кормов, рассказал об их технических особенностях. Далее выступила заведующая отделом селекции и семеноводства кормовых культур Башкирского научно-исследовательского института сельского хозяйства Асия Низаева. Она ознакомила участников семинара с ботаническими составами растений, рекомендованных для закладки зеленой массы и заготовки грубых кормов, оптимальным временем укоса и условиями уборки, способами сохранения содержания питательных веществ в кормах, и более подробно остановилась на люцерне. Поэтому я и говорю, люцерна в первую очередь. Самые большие площади у вас должна занимать люцерна. С этим я не спорю, потому что люцерна, не зря люцерну мы называем королевой полей, потому что ни одна культура не конкурентоспособна с люцерной по содержанию белка и по усвояемости питательных элементов. И не зря у вас в вашем районе люцерна занимает около 800 гектаров, да? Около 8 тысяч гектаров, извиняюсь. И люцерна, во-первых, люцерна тоже я делаю ударение на люцерну. Люцерна – это та культура, которая дает хорошую зеленую массу не только в обычные, даже в остро засушливые годы, потому что корни люцерны уходят глубоко в землю, они до 4 метров уходят, и, естественно, оттуда достают питательные элементы. Если даже где-то что-то мы не смогли внести удобрения, они питательные элементы достают из глубоких слоев. Представители компании Агрофедерации Владимир Лыков, общество Башинком Ильфат Хисамов и общество Экопрод Даниил Леонов рассказали о технологии закладки сочных и грубых кормов, об использовании консервантов при сенажировании и силосовании кормов и какую важную роль они играют в этом деле. Несомненно, в кормозаготовительной кампании решающую роль принадлежит организации эффективной работы кормоуборочной техники. Так, в 2019-2020 годах в районе приобретено 14 единиц новой техники для заготовки кормов. Подытожив семинар, глава района Ильдар Мустафин дал руководителям хозяйств задание оценить результаты кормозаготовки не по количеству заготовленной массы, а по их энергетической ценности. Также особое внимание обратить на вопросы правильной организации кормления и содержания стойлового периода скота. Необходимо провести ревизию, анализ остатка кормов на наличие и качество, а также уже начать работу дезинфекции ферм и животноводческих помещений. Луиза Шарафутдинова, телерадиокомпания «Илиш».